Здравствуйте, дорогие многоуважаемые мои ученики первого класса. Я рада приветствовать вас на уроке обучения грамоте. Тема нашего урока: почему полезна каша, как принимать гостей. Цели обучения: использовать речевой этикет в разных ситуациях общения, высказывать отношение к прослушанному, обосновывать его простыми предложениями, составлять и писать простые предложения, тексты на заданную тему, используя слова для справок, применять правила правописания ЖШ, ЧАЩА, ЧУЩУ, ЧК, ЧН, НЩ. Итак, психологическая разминка. Знаем твердо, что ЖШ пишем только с гласной И, а в словах, где ЧА и ЩА, мы напишем только А. Где же встретим мы ЧУЩУ, то напишем букву У. Да, благодаря такой психологической разминке мы заодно повторили правила правописания ЖШ, ЧАЩА, ЧУЩУ. Если вспомним, то на прошлом уроке наша тема так и звучала: как правильно писать ЖШ, ЧАЩА, ЧУЩУ. Я надеюсь, что вы выучили это правило. Итак, приступаем. У нас урок обучения грамоте сегодня предполагается пройти 2 урока, поэтому этот видеослайд и посвящается этим 2 темам, которые находятся на 64, 65, 66 и 67 странице. Работа с учебников. Устно. Это задание нам надо очень внимательно, выразительно, соблюдая знаки препинания, с интонацией прочитать. Давайте я начну читать, а вы следите. Домовята и каша. За столом кричит Дуняша: «Не хочу, не буду кашу». Мама с папой: «Что с тобой?» Деда с бабой: «Ой-ой-ой». Тетя с дядей: «Съешь, Дуняш». Домовята: «Завтрак наш». Но воротит нос Дуняша: «Надоела эта каша». Мама с папой: «Нагоняй». Деда с бабой: «Ай-яй-яй». Тетя с дядей: «Стыд ты, срам». Домовята: «Ням-ням-ням». Удивляется Дуняша: «А куда пропала каша?» Мама с папой: «Кто же мог?» Деда с бабой: «Ох, ох, ох». Тетя с дядей: «Глянь, глазища». Домовята: «Вкуснотища». Стала умницей Дуняша: «По утрам варите кашу». Мама с папой: «Чудеса». Деда с бабой: «Ах, краса». Тетя с дядей: «Молодец». Домовята ложкой вправо, ложкой влево проучили: будет знать. Быстро в щелку под кровать. Наконец, ух, как ест. Вот это дело. Ребята, про что это интересное стихотворение? Где происходит действие? Верно, действие происходит дома у Дуняши, а скорее всего на кухне, да? Давайте вспомним правила этикета поведения за столом. Как должен вести кто-либо не был, пусть он будет младшего возраста, пусть старшего возраста. Правила этикета для людей одинаковые, в каком-либо они возрасте не были. Как должна была вести себя Дуняша? Верно, она должна была сидеть ровно, смирно и кашу есть ложкой, не кривляться, не капризничать и не забывать говорить волшебные слова «пожалуйста», «спасибо». Чем, ребята, не понравилась ей каша? Как вы думаете, разве каша настолько невкусная? Да, многие из детей согласятся с Дуняшей, тоже будут кривить свой носик и говорить: «Ой, не хочу я кушать кашу». Но каша очень полезна, ребята. Если мы вспомним урок познания мира, мы проходили, что каши бывают разные. Вы можете просто выбрать себе любимую кашу, которая именно по вашему вкусу. У нас каш очень много разнообразий. Поэтому, ребят,
вы не кривите носиком, а кашу кушать надо. И повторите правила этикета, как надо вести себя за столом. А домовята, вы знаете, это народный русский фольклор. Да? Домовых не существует, а просто это герой разных сказок и мультфильмов. Можно сказать, персонаж, мультипликационный персонаж. А теперь следующее задание. Вам предстоит прочитать и пересказать это устно и самостоятельно. Но для начала давайте я вам прочитаю. Слушайте внимательно. «Лиса и журавль» – русская народная сказка. Лиса с журавлем подружилась. Вот и вздумала однажды лиса позвать журавля в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж как я тебя угощу!» Идет журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке, подала и угощает. «Покушай, мой голубчик куманек, сама готовила». Журавль хлоп, хлоп носом. Стучал, стучал, ничего не попадает. А лисица в это время лижет себе да лижет кашу, так всю сама и слезала. Лисица и говорит: «Не обессудь, любезный кум, больше угощать нечем». «Спасибо, кума, и на этом. Приходи теперь ко мне в гости». На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, выложил в кувшин с маленьким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, правда, больше нечем угощать». С тех пор у них дружба врозь. Итак, ребята, послушав эту сказку, что вы из этой сказки поняли? Какую мысль содержит эта сказка? Подумайте хорошенько, обсудите это с родителями. В каждой сказке есть намек, добрым молодцам урок. В этой сказке тоже есть своя мудрость. И именно благодаря этой сказке мы сейчас обсудим, как надо вести с гостями. Разве лиса правильно поступила? А журавль? Разве журавль потом правильно поступил? Нет, они оба были неправы. Лиса должна была не в тарелочку положить, а она должна была подумать, насколько будет удобно журавлю кушать эту кашу. Также и журавль должен был подумать, насколько будет удобно кушать лисе. С какой посуды? Как правильно угощать своих гостей? Как надо вести, когда у вас гости дома? Вот эти правила вы можете дополнительно составить, сделать постер, сфотографировать и отправить в Classroom. А теперь давайте обсудим эту еще сказку, подумаем, определим последовательность картинок. Как лиса приготовила званый пир? Как журавль угостил лису? Итак, первое действие. Лиса и журавль подружились, верно? И какая из этих иллюстраций подходит именно к этому пункту? Лиса и журавль подружились. Первая картинка. Вторая, третья или четвертая? Верно, вторая картинка, отлично. Второй пункт. Журавль в гостях у лисы. Это уже второй абзац нашей сказки. Журавль в гостях у лисы. Вспоминаем сказку. Журавлю кашу лиса куда наложила? Верно, в тарелочку. Вот эта иллюстрация подходит. Дальше. Лиса в гостях у журавля. А журавль лисе куда положил кашу? Верно. В кувшин. Эх, журавль. С тех пор у них дружба врозь. Это, естественно, соответственно, последняя наша картинка подходит к этому абзацу. Вот и распределили мы все по порядку. Смотря на картинки, вы даже можете свободно пересказать эту сказку. А теперь работа в тетради. После предыдущей работы вы пропускаете 2 строчки, 3 пальчика сбоку.
Пишем 20 апреля классная работа. Если у вас почерк буквы намного больше, шире, то вы пропускаете 2 пальчика сбоку. 20 апреля классная работа и минута чистописания. Это буковки Л, М. Соединение Л, соединение М, будьте внимательны. Здесь вы допускаете ошибки. Следующее слово лиса. Это персонаж нашей сказки. Ну и дальше уже предложение. Несет меня лиса в далекие леса. Не путайте слово лиса и леса. Но это какое предложение, раз восклицательный знак стоит? Верно, это восклицательное предложение. Вы должны красивенько, соблюдая все элементы правописания, переписать в свою тетрадку. Дальше ждет у вас упражнение 1. Составь предложение. Запиши. Кто? Лиса-журавль. Что делает? Угощает, готовит. Чем? Что? Каша, окрошка. Итак, вы должны будете, опираясь на эти слова, составить предложение. Предложение у вас где-то будет 3-4 предложения. Следующее упражнение, это номер 2. Раздели слова на слоги каша, каша. Прям по образцу. Понятно? Ну, я рада, что вы очень активно участвовали сегодня на этих уроках. И рефлексии. Что было трудным? В чем требуется помощь? Пиктограмма посередине показывает, что интересного было на уроке. Обсуди это с родителями или старшими членами семьи. Чему учились и что повторили? 3 хлопка, и я хочу поблагодарить вас за сегодняшний урок. Спасибо за урок. Покажите мне пальчики, лайки или же дизлайки. Отлично. 3 хлопка, ребята. До скорой встречи в классруме.